большому счету посредников не нуждаются. Они могут легко подключаться к тонким планам, устанавливать прямой контакт с высшими мирами. Поэтому многие дети, которые сейчас рождаются, им не нужны вот эти культы, обряды устаревшие, им не нужны походы в церковь, в храм. Они очень спокойно сами на своих планах взаимодействуют с миром, получают информацию, получают инсайты, озарения, чувствуют, вот куда им надо, как идти. И скорее там уже учителя нужны не просто, которые скажут «делай так», да, а нужны учителя, которые объясняют, почему, как делать, почему еще важно, много вот таких, как людей, которые задают вопрос, а почему такой культ, а что, да, то есть не просто последователь, который бездумно что-то делает и все. Дело в том, что чем плотнее план, тем больше энергии и тем меньше информации. Чем более высокий план, вот если мы пойдем по плану, да, тем больше информации, меньше энергии. На самых высоких планах это сплошная информация. То есть, чтобы проходить туда, и информации много, она лавинообразно возрастает, и надо в этой информации обязательно ориентироваться. Почему люди, которые не работают с ментальным планом, а чтобы проработать карму и чтобы получить какие-то реальные изменения в жизни, надо как минимум уже большие изменения на ментальном плане. Изменив только эмоцию, конечно, надо изменить мозги. Да? Ментальный план – это вот наша голова, наши мозги. Поэтому мы будем говорить еще о мозговой структуре. Я сейчас буду показывать рисунки, картинки, какая вообще мозговая структура может быть. Соответственно, чем выше вы хотите взаимодействовать, тем больше вы должны быть знающим человеком. Не информативным, а знающим, да, знания на вот это вот идти. И, конечно, там на планах первых выходит философия, мировоззрение, обоснование. То есть это огромный кайф люди испытывают уже на высоких планах, обдумывая какую-то часть. Как в буддийских религиях есть, когда дают коан, например, какую-то, да, и ученик сидит там неделю, думает над каким-то коаном. Ведь в этот момент он такую неописуемую радость получает, когда это разгадывает и занимается этим именно мозговой деятельностью.